мире очень мало всего хороших вещей, и в мире очень мало надежды. Да? И иногда приходишь в какие-нибудь семьи и видишь там просто вот такая безнадега. И думаешь, вот у этих людей нет никакого шанса, никакого выхода. Но Писание говорит, Бог же надежды да обогатит вас надеждой. Обогатить, чтобы вы были богаты. Обогатит это не столько даст чуть-чуть, чтобы ты из последних сил держался. Ой, я уже не могу, Господи, помогите. Да. И в чат церковный пишешь, молитесь за меня, я уже не могу. А там молятся, пошли ручки, пошли. А молятся. Бог не дает чуть-чуть. Да? Он обогащает так, что у тебя столько надежды, что ты с другими можешь делиться, с другими. Понимаете, где надо искать надежду? Надо искать надежду у Господа. Он богатый надеждой, Он Бог надежды. У Него нет тупиков. Люди тупят, но у Бога тупиков нет. Он всегда дает надежду. Аминь. Поэтому ищите надежду у Господа. Да? Вот Давид, я вот эту историю, я сегодня еще в проповеди, может быть, вспомяну. Давид, когда Сикилак, город, где осталась его семья и семьи его воинов, на него напали амаликитяне, помните ту историю, да? И они увели их в плен, город сожгли. Представляете, вот женщины, представьте себе мужчин, у которых жен и детей забрали враги. Вот представьте этих мужчин. Они там написано плакали так, что у них силы кончились. Мужики, вот это не просто были там какие-то, знаете, это были конкретные пройдохи, которые понатворили делов, потом убежали к Давиду. Это были такие оторванные парни. Но они плакали так сильно, что у них даже сил не осталось. И вот такая безнадега, и когда у человека нет надежды, хочется кого-нибудь убить. Поэтому они говорят, давай убьем Давида. Ну из-за него же все. Знаете, как в церкви бывает, чуть что сразу, давай пастора побьем. И они говорят, давайте убьем Давида, давай его камнями побьем. И уже хотели побить, как будто бы им от этого легче станет. Да? Но про Давида написано, Давид же укрепился надеждою на Бога своего. Вы знаете, он укрепился надеждой, не за что ухватиться, понимаете? Вот они, эти обугленные остатки их домов. Вот они вещи, которые побросали их жены, дети, когда их уводили в плен. Вот оно все здесь. Не за что ухватиться даже. Но когда он обратил свое лицо к Господу, он там увидел надежду. Аллилуйя, товарищи верующие. Все будет хорошо. Я узнавал. Он укрепился надеждою. И тогда взял и сказал, так, я хочу помолиться, принесите мне то-то и то-то. И помолился, и мы этого еще коснемся. Драгоценные, когда кажется, что тупик, пожалуйста, не тупите. Просто обращайте свое лицо к Господу. Там всегда есть надежда. Всегда есть надежда. Там нету тупиков. Нету тупиков. Аминь. Неважно, это ваш близкий, который вам уже все нервы повымотал. Неважно. Ребенок, муж, неважно. И кажется, уже все, крест. Неважно, что вам кажется, что все. Знаете, что я вам скажу? Это вам так кажется. Бог по-другому это все видит. Аминь. Хорошо. Сегодня же молитвенное собрание у вас. Молитвенное же, да? Понятно. Кто-то очень часто ходит, что даже не знает, это молитвенное или какое. А какое у нас собрание? А какой сегодня день недели? Да. Поэтому о молитве буду проповедовать. О молитве буду проповедовать. Я уже делился с некоторыми из вас, что мое восприятие или отношение к молитве поменялось с некоторых пор. И я даже у вас об этом проповедовал. Я знаю, что я у вас об этом проповедовал. Вот. Но заметил, что люди, как правило, только с третьего раза нормально слышат.
Так что, как минимум, наверное, еще раз я потом буду о вас об этом проповедовать. Хорошо. Итак, Евангелие от Луки, 11 глава. Все нормально со звуком, меня хорошо слышно. 11 глава, 1 стих. А у вас Библия есть? Или вы думаете, что если епископ проповедует, то он тут ничего лишнего не скажет? Говорим. Поэтому бодрствуйте, наблюдайте, смотрите в Библию, точно ли это так. Будьте благомысленные, как верийцы были, да? Луки, 11 глава, 1 стих. А Луки 11:1. И вот что здесь написано. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Здрасте, приехали. Это люди, которые выросли в религиозных семьях. Они с детства, это же ученик, это же мальчик. Мальчика с детства водили в синагогу. Там молятся, там размышляют над Писанием. Здрасте, ты что, молиться не умеешь? Но не об этом речь идет. Знаете, там речь о чем идет? Научи нас молиться так, как ты, потому что когда ты молишься, у тебя все работает. Когда мы молимся, ничего не работает. Научи нас, как ты молишься. Вот как Иоанн там своих научил. Научи, вот как у вас какая-то молитва такая, понимаешь, работает. А у нас что-то не очень. Научи, как ты молишься. Сегодня некоторые люди в церкви по 20 лет и по 30 лет, не у вас. Здесь все нормально, я знаю, у вас все хорошо. Там, во Владивостоке есть такое, да. Вот некоторые люди 20 лет в церкви, да, и они думают, что они могут молиться, но когда они молятся, думаешь: ой, что-то мне так тошно становится. Там никакой надежды, там никакой радости, понимаешь. Вот человек помолился, а тебе так плохо стало, все. И они думают: ну я могу молиться, потому что я уже 20 лет в церкви. 20 лет я в церкви. А ты сколько? 3 года. Да ты еще щенок духовный. Да? Но не факт, сколько лет, это не важно. Часто люди годами ходят в церковь, но они не умеют молиться, потому что они молитву, знаете, как воспринимают? Как набор просьб к Богу. Набор просьб. Мой один друг, пастор, он ходил на рынок и проповедовал на рынке, на вещевом рынке, проповедовал неверующим. Там в основном женщины торгуют. И он им проповедовал. Потом уже он их приучил, что он туда приходит и сразу говорит: так, на молитву с утра, на молитву. Идет вот так, хлопает в ладоши по этому рынку, на молитву. И за ним гуськом эти женщины идут, гуськом за ним. Там в один бутик они собираются все, он им, там Слово Божие, 5 минут наставления, и потом говорит: так, принесли свои нужды молитвенные, записали, и они там ему списки. Понимаете? Он взял один длинный список, посмотрел на него, с ним был один там молодой пастор баптистский, взял список длинный такой, говорит: ого, разорвал его напополам, говорит: на, это ты будешь молиться, это я. Но вот молитва – это не набор просьб. Иногда мы что-то просим, но молитва – это не просьба. Молитва – это что-то больше. И вот об этом я хочу с вами поговорить. Сначала несколько мыслей из еврейской традиции, как они молитву воспринимают, что для них молитва. Вот. Мы у евреев очень многому можем научиться, не правда ли? Евреи говорят, что существует 4 способа, позволяющие установить связь с Всевышним, как бы 4 канала такие, по которым они устанавливают связь с Всевышним, да? И вот благодаря которым человек, он выйдя за свойственные ему вот эти конечные рамки, может установить контакт с бесконечным, обратиться к Богу. Вот 4 канала у них есть. Первый – это интеллект. Это изучение, когда они изучают Библию, когда они изучают Тору, Священное Писание изучают, вот называют это они лимут. Лимут – это интеллект. Через изучение можно как бы со Всевышним контактировать, через изучение Торы. Второе – это эмоции. Второй канал – это эмоции, это любовь к Господу. То есть они
они свои эмоции направляют к Богу. Вы можете своими эмоциями управлять? А? Бывает с вами так, что у вас нет настроения? А? И просто не знаешь, почему, да? Не, ну ты-то знаешь, просто не признаешься. И что ты такой кислый сегодня? Да, у меня настроения нет. Не трогайте меня, у меня настроения нет. А что у тебя нет настроения? Настрой себя, настрой. То есть у тебя что-то, ты о чем-то думаешь, и поэтому у тебя такое настроение. Ты себя настрой, ты поверни свои эмоции. Да? Допустим, если я перестал испытывать эмоции по отношению к своей жене, какие-то эмоции, да, мне нужно посмотреть внимательно на нее и сказать, надо же, какие красивые глаза. А? Ты посмотри, а как готовит она. А? И вот начинаешь мысли направлять, и потом эмоции приходят. То есть они говорят, что вот второй канал это любовь к Господу. Эмоции, когда направляешь к Господу, называют это ахават хашем. Ахават хашем. Третье это воля. Это соблюдение заповедей Торы. Я принимаю решение соблюдать заповеди. Я вот такое волевое решение принимаю, усилия прилагаю. Воля это шмират хац мивот по-еврейски. Да. И четвертое, это молитва, тфила. Но они молитву выделяют из этих четырех. Они говорят, молитва, она выделяется из этих четырех. Почему? Потому что 3 перечисленных способа выше приближения к Богу, они односторонние. То есть это одностороннее действие человеку. Как бы человек через это к Богу двигается, а Бог недвижим, он стоит недвижим. А человек к нему простирается, прорывается, двигается, а Бог недвижим стоит. Недвижим. А молитва, когда человек начинает молиться, он двигается в сторону Господа, и Господь ему навстречу двигается. Молитва сразу же приводит в движение, как бы условно приводит в движение Бога. Бог сразу начинает идти навстречу молящемуся. То есть молитва, она уникальна. Как только человек верующий начинает молиться, Бог двигается ему навстречу. Так говорят раввины. И знаете, написано, «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и зашел Моисей». Исход 19:20. Господь сошел на вершину горы, а Моисей взошел на вершину горы. И там они встретились, Для Бога нет проблем сойти. Сойти всегда легче, да? Сойти всегда, даже можно спрыгнуть. А вот подниматься потом, усилия приложить надо. И Моисей поднимался. И часто мы в молитве, чтобы настроить свое сердце вот от этих суетных мыслей, мы начинаем как бы вот в молитве двигаться навстречу Господу. И знаешь что? А Он навстречу тебе двигается. Это как с рукопожатием. Сегодня я со многими из вас, кому я сегодня руку не пожал, с кем не поздоровался? Так, после служения, чтобы обязательно ко мне подошли, ясно? Хочу с вами поздороваться. Знаете, это как рукопожатие или объятие. Когда вы раскрываете свои объятия для кого-то, другой тоже для вас раскрывает объятия, да? И вы обнимаете друг друга. Или когда руку жмете, протягиваете руку, и вам тоже руку. Раз, встретились. Приветствую тебя, брат. То есть есть контакт. Это навстречу друг другу идет. Вот так же и с молитвой, утверждают раввины. В молитве движутся оба, Бог и человек. При остальных 3 путях, в этих каналах, движется человек, а Бог недвижим, так утверждают раввины. Они говорят, что молитва – это диалог. Но мы тоже так говорим. Мы тоже так говорим, что молитва – диалог. Вы так говорите, что молитва – это диалог, да? Но знаете что? Вот честно. Я все равно от вас уеду, поэтому правду вам скажу. Вот честно, иногда слушаешь некоторые молитвы, но это не диалог. Вот это пулеметная очередь такая, длинная лента пулеметная, но это не диалог.
Человек выстрелил все свои патроны, сказал аминь и пошел. Вы так не молитесь? Что ты начинаешь? Ой, все, да? Но если мы говорим, что это диалог, что в диалоге присутствует? А? Говорю и слушаю. Говорю и слушаю. Говорю и слушаю. Не так, что просто вот все выстрелил и побежал. Но это не молитва. Если мы сами говорим, что диалог, а сами только... Ну вот представьте с человеком. Подходит к тебе человек и спрашивает, как твои дела, да? И сам начинает говорить, а у меня вот так, и ты только... А он уже, ну ладно, все, пока, мне пора. Вот и пообщались. Приятно это? Это приятно? Говорит, можно я буду продолжать говорить, пока вы меня перебиваете? Это очень неприятно. Очень неприятно, когда человек сам выпалил все, а тебя вообще не слушает. Однажды меня один брат обличил, пастор. Мы с ним общались, я помню даже, мы по улице с ним прогуливались, и он меня спрашивал, у меня как раз такие переживания были в жизни, ну, бурные такие. И он меня спрашивал, как ты, что ты. Я ему рассказывал, все рассказывал. И потом он начал говорить. И он начал говорить. Я говорю, да ладно тебе, да что ты? Он говорит, так, минуточку. Я тебя слушал, а ты что так ко мне? И знаете, я обличился и сказал, прости меня, говори, брат. И он говорил. Это диалог, да, диалог. В диалоге бывают часто вопросы, ответы, диалог. С Богом это диалог. Но хорошо, идем дальше. Еще одну вещь. Они говорят, раввины говорят, что в молитве присутствует такая штука, они называют ее каванна. Не гаванна, каванна. Это направлено сердце, то есть сосредоточенное внимание, вкладывание души в то, что ты делаешь, вкладывание души. И молитва, она ни в коем случае не должна стать такой вот рутинной. Знаете, как некоторые молятся в кафе. Не вы, ну, есть люди в кафе, знаете, Господи, за эту пищу. Благодарю за эту пищу. Он рот вытирает, или что он там делает, непонятно. Но чтобы люди вокруг не смутились. Или так, знаете, сел так. Молитва головной боли называется. И потом кушает. Видели, как молятся мусульмане? Коврик бросил, ему вообще без разницы, кто там ходит, где там, кто там ходит. Он бросил коврик и давай. Понимаете, ему вообще без разницы, потому что он своей веры не стыдится. А христиане там, Господи, ну ты понял, да, Господь, все нормально? Но это кавана, это когда душу вкладываешь. И еврейские мудрецы говорят, что молитва без кавана это как тело без дыхания. Как тело без дыхания. Желательно, чтобы человек слышал свою молитву. Но они говорят, не нужно, чтобы обязательно слышали другие. Знаете, когда мы что-то громко говорим или кричим, мы не слышим ничего. Вот так это работает. Если отсюда громко, здесь затычки сразу. Ничего не слышим. Не правда ли? Когда муж с женой ругаются. Они друг друга не слышат, потому что орут. Ну, вы-то не ругаетесь, вам откуда это знать? Вот есть один пример, это Анна, которая мама Самуила, пророка Самуила. Помните? Она пришла, и она молилась, и у нее губы только шевелились. Пророк Илий, этот священник Илий, смотрел на нее и говорит, ты что, пьяная, что ли? Она говорит, нет, я скорбящая душой. И у нее только губы шевелились. Она так молилась, всю душу вкладывала, но не слышно было. Не слышно было ее слов. Она от всего сердца молилась. Смотрите, 1 книга Царств, 1 глава, 13 стих. И когда молилась она, то говорила в сердце своем. Только губы ее двигались. То есть говорила шепотом. Голоса же ее не было слышно.
ванна, это такое состояние, когда человек говорит, но он говорит с таким трепетом, потому что он вкладывает всю свою душу в эти слова. А знаете, когда молодые люди начинают встречаться, парень с девушкой, как они разговаривают друг с другом? Ты пойдешь в кино? Но я не знаю. Если только ты пригласишь и билет купишь. Они разговаривают очень тихо, нежно и слышат друг друга, да? Потому что их сердца очень близко друг к другу находятся. Поэтому они слышат даже шепот. А когда поживут лет 20 в браке, да, поживут, потом и когда у них уже там начинается, так сказать, объяснить друг другу что-то, надо объяснить, когда еще не понимает партнер, тогда начинает орать, и в лицо орет, орет в лицо. Чего ты орешь, я живот перед тобой. Не слышит, почему? Потому что сердце далеко, далеко сердце. Они сердцами далеко друг от друга, поэтому они орут в лицо и слюной брызжут в лицо. Чего ты орешь? Вы помните, когда Иисус был на кресте, Он возопил, Он закричал. Знаете, почему Он закричал? Почему был такой крик Его? Потому что Он впервые почувствовал себя оставленным Отцом. Весь грех мира, твой грех, твои беззакония, мои беззакония, все было на Нем. И святой Бог, Он не мог на это смотреть. И Иисус почувствовал себя оставленным. Это, знаешь что, это как ад пережить. Никто из нас никогда этого здесь на земле еще не чувствовал. Никто не чувствовал. Может быть, некоторым из вас было очень плохо. Но то, что пережил Иисус, никто не почувствовал еще. И Он тогда закричал, Он возопил: Боже мой, для чего ты меня оставил? Он так закричал, потому что Он чувствовал, что как будто Бог от Него отвернул лицо свое, как будто Отец отвернулся от Него. Знаешь? А все остальное время Иисус никогда не кричал в молитве. Он наоборот говорит: я знаю, что ты всегда со мной. Что орать? Иногда мы прорываемся, но мы прорываемся для себя, знаешь, чтобы себя накачать, убедить, там, вдохновить. Но иногда мы провозглашаем. Конечно, когда это общая молитва, это нормально, там, и покричать, и что-то высвободить, это нормально. Но когда лично молишься, ну, поговори от сердца с Господом. Да? Вот. Иисус Христос – это наилучший пример для нас, как молиться. Это наилучший пример. Вы согласны? Это наилучший пример. Поэтому ученики говорят: научи нас молиться. Научи нас молиться. И чему нас учит жизнь молитвенная Иисуса? Чему Он нас учит? Чему мы можем научиться от Него? Хотите узнать чему? Я вам тут гарантирую. Я вот вам гарантирую. Послушайте меня, послушайте. Я вам гарантирую. Если вы найдете в себе силы, сможете перестроиться, выйти из своей вот этой колеи, когда молитесь, выйти из своей вот этой колеи, чтобы просто выйти и начать разговаривать с Богом, может быть, даже больше задать вопросы, слушать, очень многое изменится в вашей жизни. Вы получите ответы, очень многое изменится в вашей жизни. Потому что молитва, она должна работать. Но почему она не работает? Может быть, потому что что-то не так мы делаем. Может быть, потому что мы как-то не так молимся. Может быть, мы уже как те язычники, о которых говорит Иисус: не будьте как они, потому что они думают, чем больше скажут, тем лучше будет. А так не будет. Так не бывает. Чем больше вот они убеждают. И знаете, что некоторые еще говорят: давай будем поститься, давай поститься. Бог не отвечает: давай поститься, Он не отвечает: давай мы его сейчас постом сломаем. Мы надавим на него постом. За что будем поститься? Давай за твоего мужа. Давай. Сколько будем поститься? Всю ночь. Утром встанем, и нормально будет. Как сказал Михаил Жванецкий: всю ночь не ешь, весь день не спишь. Конечно, устаешь. Итак, чему же Иисус нас может научить о молитве? Чему Он может нас научить? Во-первых,
вот чему. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 42 стих. Иисус говорит: «Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Иисус говорит: «Я знал, что ты всегда меня слышишь. Я просто это говорю для народа, чтобы они поверили, что ты послал меня». Первое, никогда не сомневайся, что Бог тебя слышит. Никогда не сомневайся, потому что у тебя тот же дух, что и у Сына Его. Тот же дух. Он дал нам дух Сына Своего. Поэтому мы, сыновья и дочери, никогда не сомневайся, что Бог тебя слышит. Спроси у кого-нибудь. Понимаешь, о чем он говорит? Спроси у кого-нибудь рядом с тобой сидящего. Ты понимаешь, про что он говорит? Это должно дать нам с тобой уверенность, что Отец Небесный всегда слышит наши с тобой молитвы. Всегда слышит. Он всегда их слышит. И не надо думать, что если громче кричать, он лучше услышит. Он не глухой. Он слышит всегда. Аминь. Всегда слышит. Еще кое-что. Посмотрите. Иисус говорит, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19-20 стих. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Что Иисус говорит? Он говорит: «Я от себя ничего не творю, я от себя чино не творю. Я то, что вижу у Отца, то и делаю». А как он видел у Отца? Знаете, как он видел у Отца? Когда он поднимался на гору и молился, иногда всю ночь, наверное, он там спрашивал: «Отец, что ты хочешь делать в новом дне через меня? Что ты хочешь делать?» И Отец ему показывал. Помните, когда он избрал 12 учеников? За ним ходили толпы народа, да? Но он поднялся на гору, молился, и потом написано, спустился и позвал конкретно, кого сам хотел. Я думаю, он молился, и он получил от Отца Небесного. Потому что он говорит: «Отец, которых ты мне дал», помните, про учеников он говорит, он у Отца получил. Кого нужно избрать? Кто должен быть апостолами? Он у Отца это спрашивал. Вы знаете что? Некоторые люди говорят: конечно, Иисус же Сын Божий, конечно, Он все там знал, конечно, Он жил как человек. Именно в этом вся фишка. Он жил как человек, не как Бог. Он жил как человек, который зависим от Бога, который имеет связь с Богом, который общается с Богом. Вот как Он жил на этой земле. Он не как Бог жил. Он как человек жил. И поэтому он, когда общался с Отцом, он у него спрашивал: «Отец, покажи мне, что ты хочешь творить». И Отец ему показывает, и поэтому он идет. Когда он видит этого слепого, он уже видел это, Отец ему показал, что он хочет его исцелить. Поэтому Иисус смело подходил, плевал ему там в глаза или возлагал на него руки, и он прозревал. Почему? Потому что Отец ему это уже показывал. Понимаете, да? И Иисус говорит: «Я ничего не говорю от себя. То, что слышу у Отца, то говорю». Давайте я вам расскажу одну историю. Вот я как-то молился об одном брате. Он, на мой взгляд, очень сложный человек, трудный человек, тяжелый человек. И мне так тяжело было с ним. Он служитель, все. Но он как-то мыслит, мне казалось. Меня раздражает, как он мыслит. Понимаете, он вообще не так думает, как я. Очень тяжело. И я молился, говорю: «Господи, может быть, ты куда-нибудь его там на миссию или куда-нибудь, понимаете, хотел как-то, чтобы избавиться от него». Правда вам говорю. Не то, что прям избавиться, просто мне тяжело было с ним, серьезно. Я стенал, это временами у меня накатывала волна, новый какой-нибудь у нас там, знаете, какой-нибудь новый, не понимаю, я опять молюсь: «Господи, да что это такое?» И все такое. И в очередной раз я так молился,
Говорю, Господи, да вот он такой, ну сякой, ну вот что, ну сделай что-нибудь. И вдруг у меня мысли такие, или не мысли, или мысли. Ну как-то вот Бог так говорит, вы знаете, Он когда говорит, это не поймешь, что или мысли, это или слова внутри тебя звучат, это как-то вот. И у меня так внутри, а ты знаешь, как я его люблю? Ого, ну, в смысле ты его любишь? И дальше мысли такие идут. Ты знаешь, как для меня дороги его жена, его дети. Ты знаешь, как я его люблю. И вдруг со мной что-то произошло. Я как будто увидел этого человека глазами Божьими. Я смотрю, а он драгоценность, оказывается. Он, оказывается, драгоценность. И знаете, я заплакал. Я заплакал и сказал, Господи, прости меня. Вот для меня это помеха, проблема, а для тебя это драгоценность. А я не видел, просто не видел. Я просто, вот знаете, вот мне некомфортно, мне. Но когда Бог показал мне, как Он его видит, мое отношение сразу изменилось. Все, я больше так не молюсь. Мне еще сложновато бывает с Ним. Но уже все по-другому. Понимаете? Мы попадаем часто в какие-то ситуации жизненные, трудные ситуации. Какие-то обстоятельства нас сковывают. Какие-то люди появляются в нашей жизни сложные, проблемные. И мы ничего не можем с этим сделать. И как мы молимся? Господи, измените обстоятельства. Пусть это море расступится. Пусть этот отсюда уйдет. Этот сгинет. И мы Богу отдаем приказы. Сделай то, чтобы так было, чтобы так было. Здрасте, приехали. Мы не забыли случайно, что Он Господь. Как звучат наши молитвы? Сделай так, сделай так, да, сделай так. Господи, сделай, чтобы вот это было, сделай, чтобы вот это было. Подумайте, как это вообще? Господь, мы говорим, и сделай. Помните, Он говорит, когда вы все исполните, говорите, мы рабы ничего не стоящие. Да? Когда я говорю Господь, это значит, я готов подчиняться. Как только я это произнес, я говорю, я готов подчиняться. Покажи мне, что ты хочешь делать. Я попал в эту ситуацию. Покажи мне, Господи, почему я в этой ситуации? Что ты хочешь сделать? Что ты хочешь сделать? Покажи мне, помоги мне увидеть. Потому что когда я начинаю молиться, измени, перемени, я вообще не вижу и не понимаю, что Бог хочет сделать. Я просто хочу быстро из этого выпрыгнуть. Вы помните, что было с Иосифом? Помните, что было с Иосифом? Весь его путь, все его страдания. И в конце он говорит, братья говорят, прости нас там, и все такое. Он говорит, не вы меня сюда послали, а кто? А Бог. Поэтому он там не ворчал, он там не рассказывал всем, как ему плохо, он из себя не строил жертву. Он себя жертву не строил. Знаете, вот это ужасно, синдром жертвы. И вот люди ходят и рассказывают, как вот с ними несправедливо поступили. И все. Посмотри на крест, там жертва. Не надо из себя изображать. Не надо. Там жертва на кресте. Понимаешь, люди так любят рассказывать, чтобы вот... Но лучше не станет, станет только хуже. Станет только хуже. Поэтому, как мне следует молиться? Господи, почему это происходит? Что ты хочешь мне сказать? Что ты хочешь мне показать? Как ты видишь вообще всю эту картину? Что мне нужно здесь сделать? Что мне нужно сделать? Покажи. И знаешь что? И ждать ответа. Ждать. Это диалог. Тогда твоя жизнь начнет меняться, качество жизни начнет меняться. И тебе не надо будет часами рассказывать Богу, как все плохо. Господи, если я тебе сейчас расскажу, даже тебе станет страшно. Потому что это ужас и мрак, что в моей жизни происходит. Да ладно. Прям ужас и прям мрак. Этот мрак и ужас от того, что ты уже столько наговорил и себя убедил, что все ужасно, и у тебя никакой надежды нет. Чем больше говоришь, тем ужаснее становится. Вы помните о том, что Иисус говорит,
горе сей скажете, да, чтобы она верглась в море, да? Не Богу рассказывать про горы. Вы помните про это? Я люблю этот пример. Часто люди вот как делают. Они увидели гору на своем пути и говорят: Господи, у меня такая гора, ты знаешь, сколько там на вершине падших душ уже, ты знаешь, сколько людей там погибло, и дьявол сразил, и моей души ищет, помогите! И трясет небеса, и говорит: сестра, постись со мной, брат, молись со мной, и всех в свою воронку втягивает. Вот. У меня такая гора на пути, помогите. Пастор, молись за меня. Пастор говорит: мне надо к проповеди готовить. Да ты не понимаешь, у меня такая гора на пути стала. И рассказывает, потом поворачивается, и она еще больше. Почему? Да потому что он чем больше рассказывает, тем больше она становится. Понимаете? Да? Ну что говорит Иисус? Он говорит: повернись к горе и начни ей рассказывать о том, какой у тебя Бог. Начни ей рассказывать: мой Бог великий, Он меня никогда не оставлял, Он меня никогда не бросал, Он никогда не оставлял меня в нужде. Бог не позволит, чтобы я сгинул во имя Иисуса в море. Не правда ли другая перспектива? Да? Расскажи своей горе, какой у тебя Бог. Спроси у Него вообще, что происходит. Боже, что Ты делаешь в моей жизни? Это другая молитва. Для этого не обязательно часами зависать. Иногда люди думают: часа, ты сколько молился? Ой, я 3 часа молился. А что результатов нет никаких от твоих молитв? Какой злой ты какой-то стал еще больше. Он уже 3 часа молился, и ничего не произошло. Цель молитвы не столько в том, чтобы получить желаемое, а скорее в том, чтобы соединиться с Богом и увидеть свою нужду, свою ситуацию, людей, о которых ты молишься, так, как видит их Бог. Цель молитвы в этом, а не в том, чтобы получить. Он и так заботится, Он и так знает. Помните, Он говорит: ибо знает Отец ваш, в чем вы нуждаетесь. Он знает, это не проблема. Не надо ему прям вот все досконально рассказывать. Я пошла в магазин, у меня кошелек украли, и там полицию вызывала, и все. И вот молитва идет, рассказывает Богу. Мне кажется, даже Господу становится иногда: о, но Он же знает все, зачем все это. Чему еще мы можем научиться у Иисуса? Иисус в молитве искал воли Отца Небесного. Посмотрите, Иоанна 5 глава 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу Отца, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Люди часто хотят, чтобы Бог исполнил их волю. Именно поэтому они молятся, говорят: сделай то, Господи, сделай вот так. Вот этому человеку внуши вот это, этому глаза открой, этому глаза закрой, этого подними, этого опусти. И так далее, да? Но вот что написано в первом послании Иоанна, 5 глава, 14 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Нам нужно понять, а какова воля Его в этой ситуации, какова воля Его в этих обстоятельствах. И когда мы начнем просить в соответствии с тем, что мы увидели и поняли, будет результат. Будет результат. Братья и сестры, мы с вами живем в век величайшего потребительства. Помните, мы об этом говорили? Век величайшего потребительства. Сегодня потребительство, вообще предложение превышает спрос в десятки и сотни раз. Если вы хотите купить элементарно хлеб, когда вы придете в магазин, там этого хлеба черный, белый, серый, с тмином, с жасмином, с изюмом, с орешками, такой, батон нарезной, батон не нарезной, хлеб заливной. И вот, и не знаешь, что брать, потому что столько предложений, столько. Молоко, придешь молоко купить, какое там какого только нет молока.
Понимаете, предложение, оно намного превышает спрос. Почему? Потому что нам эту культуру навязывают, культуру потребительства. Это вся реклама, все это. Нам навязывают эту культуру потребительства. И люди становятся потребителями. Они думают, что все для них, вот все для... И это приходит в церковь тоже. В церковь это тоже приходит. Не надо думать, что в церкви это все. Нет, в церкви это не работает. Я вам серьезно говорю. И в церковь все это приходит. Вот эта культура потребительства. И к Богу также относятся, как потребители. Но это не наш с вами путь, братья и сестры. Не наш с вами путь. Нельзя так к Богу относиться. Потому что наша молитва может превратиться в колдовство. Знаете, как молитва превращается в колдовство? Молитва превращается в колдовство вот как. Что такое колдовство вообще? Колдовство – это когда кто-то берет и привлекает потустороннюю силу, чтобы добиться своих целей. Вот что такое колдовство. Потустороннюю силу привлекает, чтобы добиться своих целей. Приходят бабки, гадалки, сделай то-то. Вот это вот заплатили и прочее, она поворожила. Они хотят свое получить. Вот это колдовство. Послушайте молитвы некоторых верующих. Это что, не колдовство? Пытаться привлечь Бога, чтобы получить то, что я хочу. Использовать Его. Вот в этом колдовство. Представляете? И наши молитвы могут стать колдовством. Если мы перестанем в своих молитвах искать воли Божией, а будем пытаться все время Его использовать в достижении своих целей. Зачем поститься? Вы зачем поститесь? Вы поститесь, братья и сестры? Знаю, поститесь. Каждую неделю, да? Зачем поститься? Слышишь сегодня, когда люди говорят, давай поститься вот за этого. Давайте за моего мужа поститься, сестры, давайте за моего мужа поститься. Он такой неверующий, он такой, давайте за него будем поститься. Потому что я только не делала, он не изменяется. Давайте будем поститься. Но смысл в этом, чтобы на Бога надавить, ты нас так не хочешь слышать, сейчас мы будем поститься. Пост не для этого нужен. Пост не для того, чтобы чего-то добиться от Бога. Пост нужен для того, чтобы наши мысли, наше сердце очистилось, и мы стали способны воспринимать то, что Он говорит нам. Вы знаете, когда человек голодает, у него организм очищается, верно, да? От шлаков всяких, от токсинов, поэтому от него запах идет. Токсины эти выходят они через все, через жидкости, через дыхание и так далее. Все эти токсины выходят, организм очищается. Когда долго попастится человек, голодает, потом у него рецепторы все очистились, и он что-нибудь кушает, о, как вкусно, потому что он чувствует весь этот продукт, у него все рецепторы вкусовые очистились. Знаете что, когда человек постится, его сердце, его мысли, все очищается, когда он чувствительным Богу становится, чувствительным. Вот для чего нужно поститься. И пост – это не просто, знаете, что-то такое, чтобы там перед Богом что-то получить. Написано, помажь голову, да? Праздник, иди на праздник, потому что ты все дела откладываешь, ты всю суету откладываешь, ты идешь навстречу с Господом. И вот поэтому, когда поститься начинаешь первый, второй, третий день, такие злые христиане во время поста, раздраженные, злые. Почему? Потому что тоже процесс очищения сердца идет, очищение мысли идет, как шлаки выходят, знаете, вот запашок такой, постящиеся люди. Понимаете? А потом, когда дальше постишься, 5-й день, 7-й день, такой блаженный же, аллилуйя, аллилуйя. На работу пойдешь? Не пойду. Но тебя же премии лишат. Пусть лишают. Я не ради этого живу. Что-то происходит с человеком. Поэтому молитва – это что-то больше, чем перечисление своих просьб. Это что-то больше, что-то больше. И последняя мысль, которую хочу сказать, а потом мы будем молиться. Давид, там есть какая-нибудь музыка христианская, прославление какое-нибудь?
Можно его потихоньку включить, а потом мы будем молиться, и пусть она играет, эта музыка. Знаете, есть примеры о том, как люди спрашивали у Бога, как все будет. И поэтому они были на шаг впереди. Часто мы реактивные. Мы реагируем на то, что произошло, да? Но Бог хочет сделать нас проактивными, потому что у нас дух, он пророческий дух. Пророческий дух, который у нас есть, он будущее предвидит, предвосхищает будущее. Почему мы с вами часто не предвосхищаем будущее? Да потому что не задаем Богу вопросы. Мы не задаем, а как все будет? Как все будет? Знаете, в Нерюнгри была одна бабушка. Раечка, ты помнишь ее, Анна Сергеевна? Одуванчик. Она, знаете, когда мы о чем-то молились, в церкви какая-то нужда, она мне подходила потом после молитвы, говорит: пастор, я спрашивала у Господа, будет так-то и так-то и так-то. Там пропал ребенок, и мы молились церковью. Господи, там, и просили, чтобы этот ребенок нашелся. Она подходит, говорит мне, там, через несколько часов его найдут, там все хорошо, потому что мне Господь сказал. А почему Он ей сказал? Потому что она особенная какая-то, да? Нет, знаете почему? Потому что она спрашивала в то время, как мы там сотрясали небеса. А она спрашивала просто. Одна женщина по имени Ревека, у которой она забеременела двумя у нее, помните, да? Исав и Иаков. И у нее в животе там началась война, там битва просто. Но женщины, кто были беременные, вы же знаете, когда ребенок шевелится, вы понимаете, это даже какая-то радость там. Я всегда, когда первый раз зашевелится ребенок, я трогаю живот у жены, и он еще там возьмет меня раз в руку, ой, такая радость. Но там у нее война была, она поняла, что что-то не то, там вот так, видимо, там весь живот ходил ходуном, и шатер аж сотрясался. И она поняла, что что-то не то. И знаете что? Она не написала в WhatsApp: сестры, молитесь, что-то у меня там в животе. Она так не стала писать. Она не пошла к каким-то там людям чего-то спрашивать. А у тебя как беременность проходила? У тебя было вот так вот? Да я вообще беременная не была никогда. Понятно. То есть она не пошла никому. Знаете, куда она пошла? Догадайтесь 25 раз. Куда пошла Ревека? Точно! Она пошла к Господу. Посмотрите, Бытие 25 глава, 22 и 23 стих. Сыновья в утробе ее стали биться. Они стали биться. И она сказала: если так будет, то для чего это мне? И пошла вопросить Господа. Она пошла у Господа спросить. Представляете, что-то с ней происходит. Она не кинулась сразу молиться, поститься. Она пошла: Господи, а что это там такое происходит у меня? И знаете что? Господь сказал ей, написано. Представляете? Он хочет тебе сказать. Он хочет тебе ответить, почему ты не спрашиваешь. Он хочет тебе ответить, почему ты не спрашиваешь. Ты все знаешь уже, да? Понятно. Таким людям трудно помочь. Господь сказал ей: 2 племени в чреве твоем, и 2 различных народа произойдут из утробы твоей. Один сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Ревека, когда еще не родились ее сыновья, она уже все знала, потому что Бог с ней поговорил, Он ей открыл. И знаешь что? Она успокоилась. Господи, я поняла. Они уже сейчас начали здесь. Она узнала, это было откровение мощное. У Бога столько откровений для тебя, о твоей семье, о твоем муже, о твоих детях, о твоих обстоятельствах, о твоем начальнике. У Бога столько откровений есть для тебя. Знаешь, почему ты о них не знаешь? Ты не спрашиваешь. Ты не спрашиваешь. Еще одна история, которую я уже
упоминал про Давида, когда они хотели его побить. Написано, Давид укрепился надеждой на Бога своего. И знаете, что он сказал? 1 Царств, 30 глава, 8 стих. Написано, и вопросил Давид Господа. Там не было сначала полчаса прославления, потом пожертвования собрали, а потом вопросил. Нет, там написано просто, он спросил у Бога. Он сказал, преследовать ли мне это полчища врагов? И догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь все, что они взяли у тебя. Представляете, как просто. Очень просто. Почему мы не знаем, что и как будет? Потому что не спрашиваем. Потому что не спрашиваем. Но когда мы спрашиваем, Бог говорит, Он открывает нам. И в наше сердце приходит мир. Мы перестаем бояться, перестаем смущаться, перестаем суетиться. Вот что разговор с Богом дает. Он дает мир, надежду, уверенность, какими бы ни были наши обстоятельства. В этом смысл молитвы. Понять, что Он хочет. Понять, что Он хочет. Есть ли у вас нужды, обстоятельства, о которых вы хотите у Бога спросить? Есть? Сейчас время хорошее. Сейчас Давид чуть-чуть погромче сделает музыку. И мы будем сейчас в молитвенном состоянии пребывать. И вы поговорите с Господом. Может быть, в вашей жизни есть люди, которые причиняют вам боль. А вы спросите у Бога, а что ты, Господи, думаешь об этом человеке? А как ты на него смотришь? Может быть, вы сейчас в стесненных обстоятельствах. Может быть, вы сделали какие-то глупые вещи и сейчас сокрушаетесь. Спросите у него, что делать, Господи? Что мне делать? Как мне из этого выйти? У него есть для тебя надежда. Поговори сейчас с Господом. Спрашивай и слушай. Говори и слушай. Говори и слушай. И вы можете сидеть на своих местах. Давид, можешь чуть погромче сделать?